30-я ситуация. И для участия в ней я приглашаю под ваши аплодисменты Дарью Ермакову и Степана Долговых. Ситуация номер 30. Задорная регистрация. К девушке за стойкой регистрации участников форума генеральных директоров с большим опозданием подходит директор, приглашенный на мероприятие компании, и уточняет, как ему быть. На что в ответ слышит: «Мы еще не придумали наказание для опоздавших». Автор ситуации Ирина Монастырская. Мы еще не придумали наказание для опоздавших. Светлана, прошу вас, сосредоточьтесь и покажите мне, в какую дверь войти и как занять свое место. У нас нельзя заходить в зал после начала трансляции. До кофе-брейка осталось 40 минут, поэтому можете, в принципе, вот там в гардеробе Спасибо рассеяться. большое. Давайте я поясню и помогу вам. Вот тут лежит мой одинокий бейджик, да, я его возьму и пройду. Дело в том, что очень важно, чтобы я там был. Меня пригласил личный организатор форумов. Ну, вас, наверное, предупреждали обо мне, да? Ну, знаете, тем более, если вас пригласил лично организатор форума, то тем более вам нельзя было опаздывать. Понимаете, у нас запрещено. Ладно, подождите, вы меня сейчас вообще трансляция. Вас не предупредили, я правильно понимаю? Нет, ну никто сейчас прямая трансляция. Хорошо. Вы можете связаться с вашим руководителем? Оставьтесь, пожалуйста, до кофе-брейка. Вы можете подождать. Вы меня не слышите, Светланочка. Ваши документы, я их постепенно заполню и вам выдам. Хорошо, я позвоню вашему руководителю, раз с вами не получается. Есть время. Мы еще не придумали наказание для опоздавших. Сейчас очень трудно встретить такую креативную, красивую девушку, какой. Я с удовольствием вечером обсужу с вами возможность наказания. А сейчас позвольте мне пройти быстро на зал. Скажите, просто укажите направление, куда мне пройти? Знаете, не позволю. Ну, это в первую очередь моя работа. Если отходить от того, что я не могу спокойно рядом с вами стоять, то моя работа заключается в том, чтобы соблюдался регламент. И, насколько я поняла, у нас как-то все взаимно. Войдите в мое положение, пожалуйста. Моя визиточка здесь, как телефончик. Мы же договорились, что мы после форума, да? А сейчас я предлагаю вам выпить кофе, и я приду за вами и приглашу вас в зал. Хорошо? Хорошо, я буду вас ждать. Раунд завершен досрочно. Аплодисменты. И сейчас мы узнаем, что скажут судьи, но до этого они сначала направят в мою сторону свой взгляд, да, чтобы я увидела, что они готовы. Я вижу, что все готовы. Прошу, голосуем поднятием одной карточки и держим ее. Со счетом 3-2 победу одержал участник номер 2. Ну что, Степан, фокус с сережками работает один раз. Да. Тут первый раунд слит с двух сторон абсолютно. Думаю, не хочу даже, честно говоря, комментировать его. Второй хорошо прям Степан начал, я уже прям даже думал, все понятно, рука потянулась к цифре 1, тянуть ее. Но далее в конце сильно вырулила тем, что вернула на землю мне свои фразы, что самое главное то результата достигнуть, который нужен, а все любезности остались за бортом. Поэтому с точки зрения результата да, перешла к нему очень красиво, аккуратно поставила точку, закрыла вопрос, ситуация оппонентом принята, даже нечего добавить. Спасибо. Я тоже выбрала Дарью, и ее результат меня впечатлил больше. Первая она была корректна, последовательна, взывала к разуму, говорила о том, что прошу сосредоточиться, вас должны были предупредить, вот они
отличный организатор форума, вас, видимо, не предупредил. И несмотря на то, что Степан там непреклонный был и сказал, что нет, нет, но опять же в этой ситуации получилось проиграл, а потому как велись переговоры, то есть, ну, мне кажется, тут немножко не соблюдена иерархия. То есть девочка-регистратор и какой-то генеральный директор, которого не пропускали, мне кажется, это вообще просто недопустимо и неуместно такого поведения. Ну, вот в этом смысле, если бы вы были равные партнеры, возможно, да. А в этой ситуации, ну, разум, мне кажется, должен был восторжествовать. Во второй ситуации интересные были ходы со стороны Степана, там, когда не встречал такую девушку, давайте обсудим вечером, вот моя визитка, все эти вот ходы такие игривые, а тем не менее Дарья дотянула свою ситуацию и сказала, не позволю, моя работа, регламент, давайте в конце концов обсудим кофе, но осталась на своем. То есть сделала это корректно, четко и выиграла ситуацию. Номер 2. Я бы отправила на переговоры игрока номер 1. Ну, потому что я как-то видела, что он трудился на переговорах, а игрок номер 2 все-таки, с моей точки зрения, все еще демонстрирует свой естественный вот арсенал, девчачьи такие ходы. Ой, ну вы меня же там ждут, вас, наверное, не предупредили, о, боже мой, это моя работа. Вот это все такие девчачьи штучки, они, наверное, естественно присутствуют, но для того, чтобы предположить, что вы с ними справитесь на сложных переговорах, как-то мне сложно представить. Но все еще ничего, мне показалось, что вы не поняли, в чем ситуация. Вы играли не эту ситуацию. Потому что здесь вообще руководители нанесли оскорбление. Мы сказали, мы еще не придумали, как вас наказывать. Вообще это удар. И начать после этого умолять, пустить, потому что меня там приглашали, это как-то странно. Удар пропущен автоматически. Во второй же роли, когда вот эта девушка, да, как вы ее понимали, ну, Степан ее понял прямо и понятно, не пущать. Если еще не придумали, как наказывать, не пущать. И пограничник из него выдался изумительный. Было понятно, что вообще пройти нереально просто, да? Хотя, вот, вы, как бы, если вам уже сказали не пущать, то, значит, тоже, вы успели с ним и хихи, и ха-ха. И если все-таки у кого-то придет мысль вас наказывать ему что-то, вы теперь не сможете это сделать. Уже отношения так запутались, кто-то кофе пошел пить, кто-то в ресторан. В этом смысле роль не понята. Поэтому более точное понимание роли в этой ситуации, более точное понимание, что делать надо, оно, с моей точки зрения, было игрока номер 1. Я бы отправил на переговоры участника номер 1. Ну, в первой ситуации, да, Дарья потеряла роль, потеряла статус. То есть, результата оба не достигли, да. Но в этой ситуации, ну, наверное, лучше было бы обратить эту шутку. Ну, оценил шутку, спасибо тебе, да, я тебя пройду. Вот. А во второй ситуации, вот, собственно, вот это я примерно услышал от Степана, да, не стал, перевел такой вот формат, вроде как оскорбления, да, нивелировал, занулив, что, ну, хорошо, шутку оценил, оценим вечером продолжение этой истории. Ну, да, тоже не достиг цели, но тем не менее. Я бы отправила игрока номер 2. В первом туре, конечно, Дарья не отбивала, она оправдывалась, как-то вела себя достаточно мягко, наверное, для этой ситуации. Но доброжелательно. Вот. А Степан перебивал, и это вот как раз послужило для меня важным моментом. А во втором туре Степан очень хорошо отбил, когда сказал, что вечером обсудим это. Ну, тут Дарья сразу 2 зайцев убила. Она и работу свою сделала, и, в общем-то, уже и телефоном менялась с Степаном. Как я понимаю, пароль это для нее, это, в общем-то,